Толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара. Удобная посуда. Вкусная еда. Здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у меня в гостях заслуженный артист Республики Татарстан, популярный татарский певец Артур Мингазов. Встречаем! Салям, Артур! Наконец-то ты добрался до нас. У нас такой прекрасный, красивый день. Это 8 марта. Хочу поздравить всех девушек, женщин с этим замечательным днем. Пожелать всего самого красивого, чтобы вы, наши любимые, оставались всегда такими красивыми, нежными, добрыми. Мы вас очень-очень любим. Вот такое поздравление. Итак, дорогие дамы, вас еще раз поздравляем. Матур Кызлар, Бәйрәм белән. И мы будем готовить сегодня блюдо только для вас. Правильно? Матур кызлар сказал: эх, сіз матур кызлар, ник шаяртасыз. Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Артур Мингазов – певец, композитор, заслуженный артист Республики Татарстан. Родился 30 марта 1973 года в поселке Параньга, Республики Мариэл. Музыкой увлекался еще в детстве. В годы учебы в школе участвовал в музыкальной группе. В 2001 году окончил Казанскую академию культуры и искусств. Артур Мингазов стоял у истоков основания популярной вокальной группы «Казан Егетләре». В составе группы Артур неоднократно становился стипендиатом и лауреатом различных конкурсов и фестивалей. Сейчас Артур Мингазов ведет сольную карьеру, а также работает директором Дома культуры поселка Вознесения. Поешь ты классно, а вот готовишь как? Ну, готовлю, наверное, 3 с плюсом, ну, может, 4. Ну, я сегодня поставлю тебе оценку, обещаю в конце программы. Главное, от души нужно. Итак, и что будем готовить от души? Сегодня мы, значит, будем готовить горячая закуска, корочка. Да, которую ты принес, она уже, кстати, ждет своей очереди. Да, курочка. Мы ее, значит, аккуратненько будем мясо убирать от костей. После этого аккуратненько, красиво так мелкими кусочками нарезаем. Покажи мне, как ты отделяешь, или ты все делаешь вручную? Лучше вручную. Handmade. Да. Давай, Артур, начинаем. Позволь, я начну все-таки. Да? Ну, своим красивым кулинарным. Ты-то у нас уже опытный. Так. Так, вот. Артур, ну скажи, все-таки вот на кухне ты часто время проводишь? Или, мне кажется, актеры, они все-таки певцы, они больше едят по ресторанам, в кафе или вообще? Если честно, конечно, да, не часто. Сам знаешь, мы слишком рано встаем и уходим на работу, а приходим поздно. Так что кушаем мы, конечно же, на мероприятиях. Все-таки артисты все время кормят. Из-за этого вот мы с тобой такие вот. Уважаемые телезрители, мы отделили филе курицы от костей, и сейчас мы его будем резать, наверное, да? Да. Ну что ж, я предлагаю, я буду резать, а Артур, с тебя все-таки песни, я думаю, для наших милых девушек. Ну что, беру инструмент свой любимый. Популярный татарский инструмент, семиструнная гитара. Да. Unutulmaz bir şarkılık cana yakın idi. Yazlarda ben seni gördüm yine. Eller şayırlarında seni belem köpek. Işraşular kütüp tübe yürek. Gözlerin nuru. Ayaz gündəgi köklər tüsüday gözlərin nuru. Aşıq et, yürəkə qıydı. Məni özünə əsir etkəndəy gözlərin nuru. Браво, Артур, молодец, рахмет. Красивая песня и очень красиво нарезанная курица. Заметь, какой у нас классный тандем такой. Нам нужно будет сейчас обжарить ее. Нашу курочку, да? Да. Так. Я предлагаю для обжарки курицы использовать такой вот толстостенный казан. В нем блюдо получается вкусно, красиво и, самое главное, питательно.
Хороший кал. Итак, используем, я думаю, подсолнечное масло. Так, следи, сколько. Сол. Еще. То есть масло мы не жалеем. Да. Так, и курочку. Ну, давай запускай, я тебе доверяю. Доверяешь, да? Так, а какие ингредиенты будут у нас еще? Так, бисмиллахир-рахман. Да, значит, дальше, значит, у нас лук. Мы ее тоже мелко-мелко нарежем. Обжарим. Все это Ну вот смешаем. морковь ты почистил, кстати, для чего? Ну, тут, в принципе, дело вкуса. Можно с морковкой, можно без моркови. Без моркови. Ну, раз ты ее почистил, давай я морковочку натру. Да, а я лук. 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 Артур, а вот скажи, пожалуйста, в каком возрасте ты написал свою вот первую песню или стихотворение это было? Вот когда пришел тебе этот дар такой? Я тебе скажу так. В 5 классе поступил в музыкальную школу по классу гитара. Там же мы как раз начали заниматься, несколько ребят с одного же класса. И руководитель по гитаре, он решил создать ансамбль. В те же времена ансамбль, живой инструмент, ударные. Вот так вот у нас образовался ансамбль. Как он назывался? Он назывался «Альянс». Перевод «Союз». Первое выступление у нас было в школе. Вся школа сидела и смотрела на нас. Но для меня это был действительно, вот, наверное, один тот шаг, который... Толчок такой. Толчок, который я понял, да, это мое, мне это нравится, и это мне по душе. В то время я спел песни, я знаю, что и ты знаешь это. Там, где тихо плещет речка, где оранжевый закат. Николаев пел, да? А потом, значит, Али-Баба, Али-Баба. То есть такие песни. А первую песню я написал свою уже, это когда я пошел в ПТУ учиться. Я, кстати, по образованию, как 8 класс закончил, пошел в СПТУ и получил мастер сельского строительства. Это тогда серьезная была профессия. Серьезная профессия, то есть все стремились туда. И вот после музыкальной школы мы же не могли просто это бросить. И ребята то же самое, пошли мы в СПТУ, там все снова Опять создали группу? создали группу, и у нас началось. Вот тут все и пошло. Когда я шел по вечерам домой к себе, а это же в поселке, звезды всегда очень близко находятся. А звезды к звездам, они всегда близко, кстати. Да? И вот, значит, я, значит, иду домой, каждый вечер. И все, знаешь, видел сцену. То есть, как у меня аппаратура стоит, где гитарист, где ударник. И, конечно же, рождались песни. Первые песни. Но про первые песни мы поговорим чуть позже. А теперь скажи мне, что мы делаем с луком и с морковью? Так, мы сейчас их аккуратненько в отдельной посуде. Отдельный, да? Отдельной посуде, да, тоже обжариваем. Биокерамическая сковородка, кстати, заметь. На ней лук получается золотистым, морковь получается красной, Ух ты. а блюдо получается прекрасным. Ниндикирек. Ниндикерек по-татарски керамическая посуда. Так, сначала масло, кстати, забыли. Тоже подсолнечное. Не жалей. Не жалей. Болды. Тоже. Вот тоже. Так. И закладываем. Слушай, ну блюдо, мне кажется, рецепт очень такой простой, да? Простой. Ну откуда рецепт этого блюда, Артур? Рецепт, ну, мы же все-таки много гастролируем. Где только не бываем, то есть... Что только не едим. Что только не едим и где только не едим. Все время, когда садишься уже за стол, обязательно спрашиваешь, как это, что тут добавили. Вот. Ну, а это самое такое простое и быстро на скорую руку можно Кстати, приготовить. мы будем солить Да. нашу курочку? Поперчить нужно и посолить. Так, ну соль держи сам. На твоей совести будет. Ну, где-то половина столовой ложки. Движением. А перчик каким движением? Вот таким? Вот таким. Вот таким? Так, ну, блюдо готовит мужчина, поэтому перца можно не жалеть. Да. А вот солью осторожней. Солью осторожно. Все это перемешиваем, и мы ждем, пока у нас обжарится морковь с луком, и будем все это совмещать, да? Да. Артур, лук и морковь у нас готовы. Да. И я думаю, самое время соединить их с курицей. Да. Так. Yaxşı.
Отлично. Отлично. Теперь это перемешиваем все. И добавляем сметану. О, это такое калорийное блюдо получается, Дустым. Это да, поел и все на целый день. Так, заливаем сметану. Красиво вот так. Опа. Вот. Сметана, она намного такая сочнее, вкуснее, нежнее получается. Прям во рту малай. Не нужно даже жевать, а просто она тает. Ну, как говорят татары, курицу сметаной не испортишь. Так, Индехазер, сейчас теперь мы закрываем крышечкой. крышечкой и тушим 8-10 минут. На медленном огне. Да. А пока у нас готовится это блюдо, мы, значит, приготовим с тобой салат. Салат называется Чингисхан. Отварную курицу очистили от костей, нарезали на небольшие кусочки и обжарили в казане на растительном масле. Затем положили спассерованные лук и морковь, добавили специи, залили сметаной, тщательно перемешали и тушили на медленном огне 10 минут. Уважаемые телезрители, мы продолжаем готовить блюда для наших прекрасных дам и отмечаем праздник 8 марта. Сегодня у меня в гостях автор и исполнитель Артур Мингазов. О, Артур! Наше первое блюдо практически готово, да, и ты решил ведь поделиться секретом салата Чингисхан. Чингисхан. Название такое вот солидное, Чингисхан. Якши салат. Здесь, значит, что? Надо будет пшеничную крупу положить в воду. Так, обычная стандартная пшеничная Да. крупа, но, кстати, можно было использовать и полбу. Татары любят полбу до сих пор. Да. Но сегодня у нас пшеничная крупа. Да. Так, опускаем ее в кипяточек. Да. Закрываем. Вот так вот. Теперь мы, для этого салата нужно будет, значит, яблоки. Так, уже интересно. Яблоки мы, значит, Ага, мне, хорошо. я буду резать, значит, Болгарский перец, болгарский перец. яблоки. Да. И помидор. Но обо всем по порядку, как говорится. Да. Шулай. Начнем? Начнем. Режем мы кубиками, соломочкой. Лучше кубиком. Лучше кубиками. Хорошо. Так. Артур, многие телезрители тебя узнают как участника популярной группы «Казань Гитлеры», да, кстати? Все правильно, да. Ну и 15 лет в прошлом году вы отметили. Вот Отметили грандиозно, красиво. Мы, значит, 3 дня в филармонии, и 4-й день это был в пирамиде. Аншлаг был, народу было очень много. Действительно, все ждали этот концерт, потому что в Казани мы практически сольных концертов не давали. Мы все время выезжали за пределы. И это 15-летие мы красиво, достойно отметили. Но 15 лет это отметили, а сейчас ты уже не солист этой группы. Почему, Артур? Вот почему ты решил заняться сольной деятельностью? Ну, почему? Значит, Руслан, сам понимаешь, видимо, наступает такой период, время, тут уже просто никуда не уйдешь. Наш продюсер решил обновить состав, пустить, так скажем, новую кровь, молодых ребят. Все-таки имя Казань Егитляры, она и звучит Казань Егитляры. Бодрые, такие энергичные ребята. Ну, мне кажется, и мы с тобой бодрые, энергичные ребята. Суздаю. Хотя нам 60 лет на двоих. Суздаю. 20 и 40. Да, суздаю. Но вот так получилось. И я, конечно же, сам понимаешь, я же все-таки живу, дышу сценой, с песнями. Мне это по душе. Я сольную карьеру. То есть я сейчас готовлю сольный проект. У меня сейчас уже почти осталось несколько вещей записать. Готов будет альбом. То есть скоро мы увидим сольный альбом Артура Мингазова. Обязательно себя подарю. Ждем, Артур. Руслан, все-таки 8 марта мне песню спеть. Красивую. Красивую песню для женщин. Для женщин. Давай, Артур, какую песню споем? Известная песня. Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана. Вся ты словно в оковы закована.
драгоценная ты, моя женщина. Молодец, браво. С праздником еще раз, наши дорогие, любимые женщины. Матур Кызлар, бәйрәм белән сезне. Бәйрәм белән сезне. А мы, А мы продолжаем. несмотря на красивые песни, салат готовить надо. Да. Яблочки у нас готовы, и я буду резать помидоры черри. Артур, но вот сейчас, кроме того, что ты занялся сольной карьерой, Шулай. ты ведь уже имеешь серьезную профессию, являешься директором Дома культуры в поселке Вознесение. Расскажи вот об этой работе. Я здесь похлопаю. Просто не скроешься. Все уже все знают, да? Ну, я живу сам тоже в поселке Вознесение. И ты поэтому решил далеко не ходить? И когда мне предложили эту работу, я, конечно же, с удовольствием согласился, потому что мне эта работа близка, тем более рядом с домом. И быть директором такого красивого дома культуры, это, ты знаешь, счастье. Ну а чем живет вот Дом культуры в поселке Вознесение? Я тебя обязательно приглашу. На сегодняшний день настолько там все весело у нас, настолько все здорово. Поселок в поселке. Все же сейчас стремятся куда-то в большие какие-то там, так скажем, заведения, в арены. А тут все друг друга знают. Детишки друг друга знают. Родители, бабушки, дедушки. И они приходят к нам в Дом культуры, и мы с ними проводим такие интересные, классные мероприятия. У нас проходит чайпитие, у нас проходят всякие там дни рождения, то есть не говоря о концертах. То есть Дом культуры не пустует, да? Всегда что-то происходит? У нас дискотеки, у нас душою, кому душою молоды. Вот недавно только прошло мероприятие. Значит, 83 пожилых пенсионера у нас были на этом мероприятии. И еще, Руслан, мне бы хотелось сказать большое спасибо Рустаму Нургалевичу Миниханову. Вот эта вот президентская программа «Построить дома культуры» в Татарстане очень помогла многим самого себя реализовать. У себя в поселке они не стесняются, выходят на эту сцену. Красивый дом культуры, и там они находят себя. Вот. Спасибо. Огромное спасибо. Ну а мы продолжаем готовить салат. Готов у нас перчик, помидоры черри, яблочки. Да. Все это я предлагаю сложить в нашу посуду. И что у нас остается еще? Так, нам нужно будет сейчас сделать, значит, заправку. Это будет зеленый лук Зеленый лук. и петрушку. Так, итак, мелко режем петрушку, Да. зеленый лук. Да. Так. У тебя хорошо получается, слышал? Кто-то говорит, хорошо готовит, а кто-то хорошо поет. Молодец. Откуда вдохновение вот берешь для песен, Артур? Вдохновение? Вдохновение, она, наверное, так просто и не скажешь. Это приходит само по себе. Это настолько все взаимосвязано. И, предположим, я живу в своем доме, выходишь во двор, и тут само по себе бах, просто сама по себе мелодия. Уже в голове В появилось. голове уже. И начинаешь ее напевать, поешь. Тут уже тема рождается, что, о чем здесь можно на этой песне акцент сделать. И вот так вот у меня, в принципе, «Салям», да, песня. В Казани. Салям, салям. Да, да. «Özlüp süymemine». Все песни, рожденные у тебя во дворе. Не только. Не только. Вот, то есть, приходит Аллашка. А я думал, ты скажешь, увижу красивую девушку и сразу слова Ну, это- салям, салям. Это, конечно, это несомненно, потому что мы же... Я вообще, мне кажется, что все такие и в спорте достижений, и в каких-то там тяжелых моментах нам помогают. Дамы, ради которых мы сегодня и готовим. А я порежу чесночок, еще остался у нас. Давай, я- Держи. Артур, а ты не пробовал читать? Вот сколько ты написал песен за всю свою карьеру? Ну, если честно, То не я писал эти песни, да? есть вещи, которые не дописаны, они так и остались в рабочем таком состоянии. Ну, где-то 48, 47. 48-47. Скоро ждем 50-ю юбилейную песню и сразу к нам.
Все, хорошо. Ну что ж, у нас все готово. Мы порезали чеснок, петрушку, лук. Дальше мы, значит, Руслан, все это матурнайтреп ложим сюда. Так, отлично. Вот так вот матурнайтреп ложим. Петрушку, лук и чеснок соединяем. Да, соединяем. И все это, значит, размешать нужно. Так. Тщательно. Так, Добавим соль. пожалуйста. Добавляем перца. Теперь мы все это тщательно перемешали. Теперь масло. Заливаем маслом. Да, заливаем масло. Тоже не жалей масла. Так. Наш лайтер. Знаешь, мы тщательно все это перемешиваем еще раз. Наш лайматур. И заправочка для нашего салата готова. Да. Руслан, у нас все уже готово, да? Крупа, которую мы отварили. Матур пешкян уже, мандайнда уже заправка тоже. Надо это все теперь смешать, перемешать. И попробовать потом уже. Я пока спою песню. Как всегда, артист поет, Руслан готовит. Готовит и... Поехали. Tırmış meşakkatin taşlar Tam aldından berüzem Bik sağınıp kaydı baram Etkemenken nigizin Tuğan yurtta tepi bastım Anda dilim aşıldı Savaşakta bilinçli sus Eti buldu Aval ışı yana meşir Yarım ayı altından Onda barıp dua kılsam Gınahım bitken sıman Tuğan yurtta tepi bastım Onda dilim aşıldı Savuşakta birinci sus Eti buldu Браво. Артур Мингазов сегодня с нами, дорогие друзья, и мы прямо сейчас будем пробовать салат Чингисхан и горячую закуску. Яблоки и болгарский перец нарезали мелкими кубиками. Помидоры черри на половинки. Подготовленные ингредиенты смешали с заранее отваренной пшеничной крупой и заправили соусом из мелко порубленной зелени, чеснока, специй и растительного масла. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, заходите в нашу группу ВКонтакте, готовьте по своим рецептам, выкладывайте фотографии и делитесь секретами приготовления своих самых вкусных блюд. А у нас готов праздничный стол. Праздничный стол для наших милых дам. Да. И мы сегодня с Артуром приготовили для вас горячую закуску и салат Чингисхан. Ну, бисмилля рахман рахим. Айда, бисмилля. С чего начнем? С горячей закуски, наверное? С горячей? Пока она не остыла. Курица со сметаной. Не зря ты говорил, что это тает во рту. Вот. Артур, пятерку за горячую закуску заслужил. Ну все. Рахмат. Вы заметили, что Артур не останавливается. Но давай попробуем салатик. Потому что на самом деле рецепт этого салата, овощи, фрукты, еще и пшеная каша. Ну, посмотрим. Ну и салат тоже. Очень вкусно. Действительно. Необычный получился. Необычный, как и наш сегодняшний гость, Артур Мингазов, певец, исполнитель. Скоро ждем мы его сольный альбом. Артур, Бигзур Ахмед, большое спасибо. Артур, но это еще не все. От нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды я вручаю тебе вот такую замечательную сковородку с керамическим покрытием. Мы сами готовим на ней все наши блюда и советуем вам, дорогие друзья, ну и тебе, Артур. Рахмат. Попробуй. Посуда бренда Кукмара сделана по немецким технологиям. Рахмат. Дорогие наши женщины, девушки, еще раз вас замечательным праздником 8 марта. Мы вас очень-очень любим. Бесцезная Ратабас Матур Казлар. До новых встреч. Смотрите нас каждую неделю. Пока-пока. Кукмара. Толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара. Удобная посуда. Вкусная еда.